Одно из предназначений женщины – нести добро, помогая окружающим становиться чуточку счастливее. Доброта возвращается старицей. В эфире Насыпшкваква «Здравствуйте». Отзывчивость и чуткость – это про нашу сегодняшнюю гостью Каму Гопия. Она одна из соучредителей благотворительной организации «Кераз», ее первый директор и фактически создатель. А сегодня член Совета учредителей «Кераза» и директор кризисного центра. Кама, рада вас приветствовать в нашей студии. Здравствуйте. Кама, почему благотворительность? Насколько я знаю, у вас другая профессия. Да, у меня другая профессия. Я по профессии международник, конфликтолог. Но благотворительность именно как деятельность я не выбирала. Можно сказать, она выбрала меня. А именно те люди, которые меня в это вовлекли. Идея создания организации, как она возникла у вас? Идея создания организации «Кераз» тоже возникла не у меня, она возникла у других соучредителей нашей организации. Но я считаю, что нас всех столкнула судьба. Все наши соучредители, они занимались благотворительностью по отдельности, все разрозненно. И в один момент один человек услышал про другого, еще про кого-то, там кто-то между собой дружил. И непосредственно, которая меня в это все вовлекла, Кама Куцния, она была моей хорошей подругой, скажем так. Мы в университете много мероприятий проводили совместно. И она меня позвала, после того, как я тоже там участвовала в обсуждении каких-то мероприятий благотворительных. Она меня вовлекла в это все и, получается, предложила стать директором. Ну, тогда это уже были наши первые собрания. Вот, с этого все началось. Вы по натуре отзывчивый человек? Ну, наверное, да, потому что еще вот со студенчества мои друзья называли меня человек-добряк, потому что не могла пройти мимо человека, который просит милостыню. Все цыгане города Сухум тоже меня знали. И как-то вот так получилось, что все знали, что вот Кама добрая. Это сохранялось на протяжении много лет, и в итоге это привело к тому, что вот я стала работать в благотворительной организации. Наверное, еще это генетика, скажем так, Конечно. это общество, это родные, родители. Все это в совокупности сделало меня такой. Кама, вы наверняка не раз задавались вопросом, почему в Абхазии так много нуждающихся семей, в которых есть дети. До того, как я начала работать в Керазе, я думала, что в Абхазии нет многодетных, в Абхазии нет нуждающихся семей, нет людей или детей с инвалидностью, потому что мы их не видели на улице. Я все время переживала за детей Африки, которые голодают, там, где нет воды и так далее. И помню, даже записывалась в какие-то волонтеры, что-то вот, в общем, выдумывала. И когда я начала работать в Керазе, я такая, надо же, это у нас все есть здесь. Зачем куда-то ехать в Африку, если у нас и здесь есть малоимущие семьи, и здесь воды не хватает людям, и еды в том числе. На самом деле, если отвечать на ваш вопрос, почему, по каким причинам, это очень все сложно, можно по-разному насчет этого, да, думать, но мне кажется, в первую очередь просто правда у людей нет какой-то силы воли. Есть какие-то внешние обстоятельства, есть и внутренние обстоятельства. Вот почему, да, вы Если внешние обстоятельства, то большинство наших малоимущих семей – это сельские люди. И это безработица, соответственно. То есть в селе нет возможности себя реализовать, найти постоянную работу. И поэтому у людей финансово сложное положение.
Если говорить о каких-то внутренних причинах, то лень, да, в первую очередь. Это тоже немаловажный фактор. Тоже видимо. немаловажно. Отсутствие образования должного. Ну вот кто сегодня у нас среди наших малоимущих, да? Это люди без образования, которые не могут себя реализовать. И даже если есть где реализовать себя, там у них нет каких-то простых навыков. Вот. Опять-таки можно об этом много и долго говорить. Причин очень много на самом деле. Вы, наверное, как никто другой, знаете статистику малообеспеченных семей. Вот поговорим о статистике. Как вы их находите? Или они вас находят? В начале нашей деятельности мы запрашивали списки малоимущих семей у глав сел, у администрации районов. Были другие организации, которые до нас работали, и мы, соответственно, просили поделиться этими списками. И когда мы получили эти списки, мы понимали, что нам нужно своими глазами все увидеть, и ездили по селам, по всем вот этим вот спискам. Лично я объездила, можно сказать, весь Ачимчирский район и была в каждой семье, которую мы сопровождали после. Потом, когда мы уже перепроверили, получается, эти списки малоимущих, кого-то оставили, кого-то, наоборот, исключили из этих списков и начали работать. Мы работали по спискам, которые получили от глав сел. А в дальнейшем уже люди стали к нам обращаться. Бесконечный какой-то процесс, потому что списки, они постоянно меняются. Кого-то исключают, кого-то добавляют. Нет такого, что у нас вот есть вот четко какая-то цифра, вот там 300 семей и все. Там когда-то их было 250, потом их стало 400, потом 300, и каждый раз это все будет обновляться. Вы наблюдаете тенденцию к увеличению подобных семей? На самом деле непонятно, потому что, казалось бы, все те люди, которым мы помогали, и очень хорошо помогли, да, они уже должны как-то на какой-то другой уровень выйти. Я бы не сказала, что малоимущих становится больше. Я бы сказала, что проблемы добавляются. Как и у людей, так и, собственно, в Абхазии. А какого характера? Если раньше проблемой было, что у людей нет денег на то, чтобы там обеспечивать себя и своих детей, то сейчас есть какие-то проблемы, о которых, честно говоря, невозможно вот так вот по телевидению говорить. Там это домашнее насилие, дети с инвалидностью, которых скрывают, какие-то вот неприятные вот семейные А скрывают моменты. почему? Комплексы, недопонимают проблему? Родители, которые скрывают детей с инвалидностью, вы имеете в виду? Там тоже разные причины. Для кого-то это стыдно. На самом деле очень много детей живут в заперти. Родителям стыдно, у родителей нет возможностей для того, чтобы помочь своим детям. Мы стараемся им помогать, иногда очень тяжело. Получается, невозможно практически решить проблему, потому что там отец или мать не признает проблему. Кто-то просто не признает проблему, что у него есть ребенок с инвалидностью. А это психологи работают с такими людьми? Бывает, и психологов не подпускают к себе. То есть проблему игнорируют Да, они? проблема игнорируется, и она латентная такая. Ее вот если ты не знаешь, то ты не знаешь. Мы узнали об этой проблеме, так как стали выезжать. Вот в одну семью приехали, ребенок с очевидной инвалидностью лежачий. Во второй семье понимаем, что вот руки, ноги есть, все нормально, какие-то ментальные какие-то задержки, задержка речевого развития или что-то. И родитель думает, там просто ребенок избалованный или плохое поведение и так далее. А ты понимаешь, что есть какая-то проблема, а родитель это не признает. Пробелы образования, наверное, и в том числе педагогическая запущенность, это мне кажется, прям вообще чуть ли не в каждой семье. И именно в том, что родитель игнорирует, как вы сказали, не признает проблему,
Вот с этого все и начинается, все остальное. И как вы пытаетесь их поддержать? Вам удается оказать помощь? Проще всего оказать помощь тем семьям, где какие-то технические проблемы, то есть там нет инвалидной коляски, в доме плохие условия, вот это проще всего на самом деле, а переключить мозг родителя, что вот нужно ребенка возить на реабилитацию, чтобы ему стало легче и вам стало легче, вот это вот прям очень сложно на самом деле, но получалось помогать, убеждать. Так и живем, так и работаем, можно сказать. Каждый раз это борьба какая-то. Да, это очень сложная задача. Кама, часто ли бывает так, что среди малообеспеченных семей есть и такие, которые не имеют крыши над головой, нет близких родственников, источников дохода никаких, кроме как от благотворителей? Вот часто вы встречаете такие семьи? Да, попадаются такие семьи, и были, и, наверное, и будут. Но прежде всего это молодые семьи, где вот мать-одиночка совсем с малолетними детьми, когда детей некому оставить, и вроде бы и поработать хочется, и может, да, физически, а детей оставить не на кого, правда, есть такие случаи. Также бывают, где нет поддержки со стороны родственников, тоже по разным причинам. А бывают такие ситуации, когда и родственники такие же, да, там на самом деле все наши малоимущие, они друг другу какие-то соседи, родственники, дальние понятно, родственники. Да, это какая-то вот цепь, которая, вот я не знаю, вот, ну, вот если наблюдать за этой всей картиной, ты понимаешь, кто поможет этой семье, если все близкие тоже плохо себя чувствуют. На самом деле и так бывает тоже. Ну, вы знаете, наша организация старалась сделать так, чтобы людям было немного легче. Мы в них не воспитывали иждивенчество, мы вот, для нас это было правило, мы их поддерживали, но никогда не делали что-то за них, хотя общество, скажем так, нас осуждало. Очень часто я слышала о том, что вот вы испортили свои семьи, они совсем перестали что-либо делать. Но так говорят люди, которые не вникали в проблему и в ситуацию в семье. Ну, это мое личное мнение. Бывало так, что вот вы помогли, оказали помощь семье, а дальше она уже сама стала справляться? И таких примеров немало. Мы, правда, гордимся этими примерами. Но жалко, что не все наши подопечные смогли воспользоваться правильно, опять-таки, нашей помощью. А те, кто смог, сегодня мы ими гордимся, можно так сказать. Приятно слышать. Помощь обычно бывает, наверное, разовая ваша. Насколько это хватает семье? Помощь наша не разовая. У нас есть там ежегодные какие-то мероприятия, которые нацелены на то, чтобы немножко облегчить задачу многодетным семьям. Это, там, предположим, счастливое 1 сентября, да, когда мы обеспечиваем канцелярскими принадлежностями. Ну, вот согласитесь, что если в семье 6 школьников, всем приобрести школьную форму, канцелярию, портфель, это очень сложно. Финансово накладно. Да, очень накладно, и мы просто их в этом поддерживаем, чтобы они свои доходы могли на что-то другое распределить, тоже немаловажное для них. А в чем еще заключается ваша поддержка? Деньгами, предметами быта? Деньгами мы нашим подопечным стараемся не помогать. Это бывают только какие-то исключительные случаи. Обычно мы помогаем, ну вот все, что нужно людям для того, чтобы жить нормальную жизнь, вот мы всем им стараемся помогать. Если у них проблема какая-то со здоровьем, мы сопровождаем в больницу, в роддомы, там ставим на учет в женскую консультацию на ранних стадиях беременности. Мы можем помочь с ремонтом, с покупкой, с продвижением каких-то их вопросов, там, юридически, психологически, перенаправить их. В общем, образованием занимаемся детей. Ну, то есть не мы их обучаем, как некоторые считают, а мы предоставляем им возможности для получения образования. Очень многих детей мы устроили в колледжи, в университет, там, в садик помогаем устроить детей.
это те, которые в Сухуми, например, живут. В общем, вот наши подопечные знают, что они могут обратиться к нам по любой проблеме. И если мы правда им можем помочь, мы помогаем. Если мы знаем, что у нас нет возможностей, то мы, конечно, откровенно говорим, что нет, не можем, не получается. Вы мониторите ситуацию, Да. конечно, и в чем в основном нуждаются подобные семьи? Мне все-таки не нравится состояние жилья наших подопечных, санитарно-гигиенические условия их, и проблемы есть с водоснабжением. И когда ребенок воспитывается в доме, где голые стены, нет мебели, там вода не идет, очень сложно ему говорить о том, что нужно заниматься образованием, развиваться и так далее. Вот если у меня спросить, то в первую очередь, наверное, вот именно так, эта проблема, улучшение жилищных условий. А все остальное, конечно, тоже важно. Образование получить, там, работу найти себе, это все понятно и так. Но когда нет базовых условий, сложно что-либо говорить. Кама, а какую-либо помощь от государства получают подобные семьи? Да, наши подопечные и не только, все социально незащищенные граждане, они получают соответствующую помощь от государства. Там, это пособие, там, многодетным пособие, малоимущим пособие, матерям-одиночкам пособие. Помимо этого, я знаю, что наши подопечные обращаются там, предположим, к главам районов, в администрацию президента, в Кабмин, к депутатам, ходят и просят помощи и получают ее. Потом, если речь идет о здоровье, то Министерство здравоохранения, как полагается, тоже выполняют свою работу, и все граждане Абхазии имеют возможность выехать за пределы Абхазии и получить необходимую медицинскую помощь. Затем появилась программа «Жилье». Это когда вот тоже вот малоимущим гражданам выделяется жилье. На самом деле очень много появляется каких-то программ помощи, и наши подопечные в том числе этим пользуются. Вы в своей практике сталкивались с равнодушием людей? С равнодушием людей? Именно с равнодушием, наверное, нет. Это больше было, может быть, усталость, которые понимали, возможно, бесполезность помощности по-своему, которые, может быть, немножко были сами беспомощны или ограничены в своих возможностях. Вот это я встречала, а именно равнодушие нет. Могу даже смело сказать, что нет. Расскажите о спонсорах. Есть ли среди них анонимные спонсоры? Можете назвать имена тех, кто помогает? Спонсоры у нас есть, их немало. Есть те спонсоры, которые помогли, поддержали нас вот в период становления. Если бы не их помощь, мы вот вряд ли бы, может быть, существовали. Такие, как Аквафон. Затем компания «Премиум» нас поддержала, «Вина и воды Абхазии». Это прежде всего финансовая помощь. Много организаций, бизнесменов нас поддерживало. Сейчас всех не буду, наверное, перечислять, но, наверное, основные – это вот Аквафон, «Премиум», «Вина и воды Абхазии». Что касается людей, также есть люди, которые 10 лет уже с нами, стабильно участвуют во всех наших акциях. Кто-то открыто, кто-то анонимно, новые спонсоры появляются, и люди новые подключаются. Все это тоже какой-то процесс такой гибкий. Сегодня есть, завтра нету, сегодня помогли, завтра не смогли. И вот, как-то так все. А в своей работе с благотворительными фондами вы взаимодействуете? Конечно, мы взаимодействуем, но, честно скажу, не на том уровне, на каком хотелось бы. Все-таки пока я вижу, что все благотворительные фонды как-то разрозненно работают.
Мы пытаемся сделать так, чтобы у нас была какая-то коалиция, чтобы мы шли в одном направлении, но все равно как-то вот пока не очень это получается, честно говоря. Ну вот и я недовольна. Ну, вот, к примеру, в малообеспеченной семье могут быть больные дети. Да. Одно дело, когда семья нуждается финансово, а когда проблемы со здоровьем, это намного серьезнее. Да. Вот в этом случае, например. Если у наших подопечных какая-то проблема со здоровьем, то мы в первую очередь обращаемся в Минздрав. Мгм. Если мы понимаем, что по каким-то причинам Минздрав не может оказать содействие, это крайне редко бывает, то мы можем подключить другие фонды, например, благотворительный фонд Ашана. А бывает наоборот, если мы понимаем, что у нас там есть время на подготовку, что это не срочно, то мы можем подключить фонд Ашана. У нас в этом плане очень хорошо налажена коммуникация, и проблем в принципе не возникает. Но так сложилось, что некоторые наши подопечные и так состоят на учете в фонде Ашана, поэтому как-то мы их совместно сопровождаем. Если Ашана собирает деньги на лечение, мы собираем там деньги на анализы, на дорогу или на что-то другое. Мы стараемся не дублировать работу друг друга. Вот. А так, в первую очередь, конечно, это Министерство здравоохранения. Нелегкая у вас работа, Кама. Да. Как вы выдерживаете такую эмоциональную нагрузку? Ой, иногда мне кажется, что я какая-то сумасшедшая, потому что 10 лет у меня не было ни отдыха, как полагается, да, отпуска такого хорошего. Но я поняла, что в принципе мне это и не нужно. Мне достаточно, не знаю, полчаса посидеть у себя на балконе, кофе попить, я заряжаюсь новой энергией. Но правда, бывают такие моменты, когда прям очень тяжело, и эмоционально, и физически тоже. Но здесь просто понимание того, что ты не можешь все бросить, как-то дает тебе силы, наверное, не знаю. Стимул, да, Стимул, наверное, во-первых, да. стимул есть. Для меня самый важный стимул – это наши дети, подопечные, я имею в виду. Когда я вижу, что у них все хорошо, и когда я вижу их результаты, мне, в принципе, больше ничего не надо. Вы сами как воспринимаете свою деятельность? Это для вас работа, призвание или все-таки некий груз ответственности? Но это точно не работа, потому что если бы это было бы просто работой, были бы какие-то четкие границы выставлены, как сейчас принято говорить. Ну, совсем как-то не хочу на себя примерять образ героя какого-то, но, наверное, все-таки это прежде всего ответственность, потому что я понимаю, что... Ну вот я к этому, знаете, как отношусь? Розита Герман как-то сказала такое выражение, не помню в контексте чего, патриотизм в действии. Вот, наверное, это мой патриотизм в действии. Веление души. Ну и в том числе, да. Наверное, и призвание. Был момент, когда, я не помню от чего, но от чего-то я устала и сказала: все, не могу, не хочу, не буду. И я попросила у Бога дать мне знак. Вот что мне делать? Просто хочу знак получить. И такое произошло событие в жизни Киаразы и в моей жизни. Мне пришлось принять роды. Вот я поняла, что вот это вот такой прям четкий знак для меня, что уже вот все. Прямо выступили в роли повитухи? Ну да. Очень интересно. Ну, мне кажется, уже про это правда все знают, но сложилась такая ситуация, что наша подопечная на последнем месяце беременности не вставала на учет в женскую консультацию. Я вот все ей звонила, приезжай, давай. В итоге в один прекрасный момент, когда собрались мои подружки, подруга моя с России приехала, и мы вот сидели в кафе, она говорит: я плохо себя чувствую, я приеду в Сухум к родственнице. Я говорю: хорошо, давай. И мы должны были поехать на следующий день в роддом. В итоге она приехала, и мне сообщили, что у нее начались схватки. Я говорю: подожди, сейчас я приеду. В итоге, пока я ждала такси,
пока там еще что-то не получалось припарковаться, я толком не знала, куда ехать. Я помню, как я просто куда-то бежала, и мне показывали соседи какие-то, туда беги. И я вот пришла, и там уже как бы все в процессе было, уже невозможно было ехать в роддом. Я и в скорую позвонила, пока ехала в такси. Но в итоге получилось так, что мне пришлось принять роды. Но вы не растерялись. Ну, как сказать, я просто не понимала, что мне делать, какой-то был у меня ступор, мне говорят одно, я просто мозг как будто бы не включила свой, все. И потом как-то по ходу что-то там сделала, и как-то вот Богданчик родился. Живой и здоровый. Живой, здоровый, да. Но на самом деле нам повезло. Но сегодня вы с этим мальчиком общаетесь? Я с ним не общаюсь, давно и с матерью не созванивалась, но периодически мне фотографии присылают, там в школу пошел, еще что-то, оценку какую-то получил. То есть все нормально, проблем нет? Все отлично. Отрадно Всё отлично. слышать. Кама, вы предвосхитили мой вопрос, и я хотела спросить, вы верите в Бога? Ну, вы ответили уже. Ну да, я верю в Бога. Как-то вот стараюсь делать в жизни правильные вещи, чтобы потом бумерангом это не вернулось. Сегодня организацией руководит ваш супруг Кадыр Аргун. Понятно, что он разделяет ваши убеждения. А как он пришел в Керас? Но так как мы были знакомы, и соучредители тоже знали Кадыра как человека порядочного, ответственного, активного, я с ним не была на тот момент знакома. Как-то так получилось, что мы опять-таки стали все общаться, и когда он узнал, что есть такая вакансия, ну вот мы искали сотрудника в офис, я ему предложила. Он согласился. Вот, и с того момента, получается, мы работали вместе. Кама, вы жена, мама. Расскажите немного о своей семье. Наши отношения выстроены на взаимном уважении и понимании, наверное. Стараемся поддерживать друг друга. Ну или, по крайней мере, стараемся не ограничивать друг друга в каких-то действиях, в мыслях, ну и по жизни, в принципе. Иногда мне говорят, что я слишком много уделяю времени работе, что у меня мало дома, мало времени уделяю детям. И понимая, что мой супруг меня не ограничивает, хотя, конечно, он может быть недоволен, но, по крайней мере, нет таких жестких ограничений, мне это дает свободу. Для меня это очень важно. Мне важно быть свободной. Ну и понимание со стороны супруга. Ну, конечно, мы одним делом занимаемся на самом деле. Он понимает, что, в принципе, меня невозможно остановить, если я что-то захочу сделать. Поэтому он просто уже не сопротивляется. А сколько у вас детей? Кто ими занимается? У нас 2 детей, Ашхангири и Килишбей. Ох, какие имена! Да, мы занимаемся детьми, естественно, и большую помощь мне оказывает моя свекровь. Она живет с нами, и когда у нас там сложности по работе, нужно куда-то выехать, то, конечно, она очень сильно помогает тем, что смотрит за детьми. Ашхану 6, а Килишбею будет 4. Как вырастить человека успешного, сильного, порядочного? Вот для меня самое главное — вырастить порядочного человека. И это то, чего я на самом деле очень сильно боюсь. Я всегда говорила, я боюсь того, что мои дети не будут порядочными. Для меня это прям страх. Чем вы руководствуетесь в этом вопросе? По жизни быть порядочным, честным человеком. Ну а что еще надо? Моральные принципы? Моральные принципы, да. Это то, что мы наблюдаем у других людей, это то, что я наблюдала в своей семье. Ну и в принципе, мне кажется, так правильно жить, да, быть честным, справедливым,
порядочным, не делать плохого другому человеку. А как мы это воспитываем в детях? Ну, наверное, своим примером прежде всего. В современном мире, где много фарисейства, Да. порядочным людям тяжело приходится. Правда, да, очень тяжело, потому что порядочный человек может оказаться под сильным давлением. И иногда бывают так, что ситуации не дают человеку выбора. Хотя, казалось бы, говорят, что выбор есть всегда, но я верю в то, что, правда, человек может оказаться в ситуации, когда у него нет выбора, поступить правильно или неправильно. Конечно. Мне повезло, пока у меня передо мной не было такого выбора. Я за это Богу благодарна. Были ситуации просто, где я могла сказать четко «нет», и вот все получалось как нужно. У абхазов есть поговорка «яньящий хацащоп». Кама бытует мнение, что чем строже воспитываешь детей, тем они успешнее становятся. Вы с этим согласны? Нет, я с этим не согласна. Я считаю, что детей нужно воспитывать любовью, с любовью. Детей нужно понимать. Если быть строгим, вот уж поверьте, это я уже говорю как директор кризисного центра, ничего хорошего из этого не получится. Потому что дети, которые попадают в кризисный центр, это все дети, ну, большинство, травмированные дети, которых как раз воспитывали в строгости. Агрессивные родители. Ну, можно и так сказать. Можно и так сказать. Можно сказать о том, что родители заставляли что-то делать детей. И по итогу у детей получались вот какие-то травмы. Дети просто травмированы от того, что с ними грубо разговаривали, к ним грубо относились. Это вот про строгость как раз-таки бывает. Но строгость, она тоже разная бывает, правда же? Ну, пожурите, например. Можно строго ему что-то сказать, но ребенок не должен, мне кажется, бояться своего родителя. Вот Да, если, это важно, конечно, очень. Вот должно быть уважение. Вот для меня важно, чтобы ребенок уважал. Когда ребенок уважает, он будет стараться сделать так, как хочется родителю, ну, не для того, чтобы угодить, да, а потому что он понимает, что это правильно. А если ребенок боится, то он что-то сделает из страха, но потом все равно вернется к тому, что он хотел сделать. Но сейчас это как-то замысловато получается на самом деле. Мне понятна ваша мысль. Да. Кстати, вот про кризисный центр. Какие задачи основные перед центром? На данном этапе перед нами стоит задача сделать так, чтобы кризисный центр получил статус государственного учреждения. Сейчас кризисный центр поддерживается международными организациями, и это задача номер один. Мы хотим, чтобы финансирование у нас было государственное, ну и статус, как я сказала, соответственно. Из-за того, что мы как бы частная организация, многие чиновники с нами не готовы взаимодействовать, и из-за этого у нас получаются большие проблемы. В том числе у нас не получается работать со семьей, у которой есть очевидные проблемы. Почему центр называется кризисный? Детей к нам определяют в какой-то кризисный для них момент. Мы как раз недавно думали об этом. Возможно, мы немножечко и название свое поменяем, потому что так получилось, что у нас дети и задерживаться стали по времени, и дети стали попадать, те, которые, в принципе, наверное, не должны быть в кризисных центрах. Это вот в России, да, и во всем мире на каждую проблему есть какое-то учреждение. Если трудновоспитуемые подростки, там это одно учреждение, если дети с инвалидностью, другое учреждение. А у нас один кризисный центр, и все проблемы, получается, нужно решать нам. И поэтому мы понимаем, что вот наша миссия, что мы нужны для кризисного момента для ребенка,
она немножечко как-то стирается. Какого рода проблемы у этих детей? Все-таки расскажем зрителям, объясним, в чем, что за кризисные ситуации. То есть их в семье угнетают, что там Ну, происходит? бывает такое, что, правда, дети подвергаются насилию со стороны родителей. Бывает, что дети недолжным образом следят за своими детьми, ну, то есть пренебрежение их нуждами. Бывает, когда кто-то из родителей, предположим, может попасть в больницу, а других близких родственников нет, которые могли бы за детьми присмотреть. У нас были случаи, когда к нам попали дети туристов, то есть вот они приехали сюда отдыхать, произошла какая-то ситуация нестандартная, и там у матери были проблемы, предположим, и детей некуда было определить. Вот их определяли к нам в кризисный центр до момента, пока там не подключились опеки, там, отдел опеки с Российской Федерации. На самом деле разные бывают истории, разные случаи, ситуации разные. И слава богу, что кризисный центр на сегодняшний момент есть, и это облегчение для наших структур, для органов опеки и попечительства, для социальных служб, для там, милиции, которые, если раньше не могли помочь ребенку в трудной ситуации, то сегодня они, благодаря тому, что кризисный центр работает, они могут это сделать оперативно, в первую очередь. Кама, вы эмоциональный человек? Нет, я не эмоциональный человек. Иногда, мне кажется, мне это мешает. Я очень спокойная, терпеливая. Бывают ситуации, когда мне вообще сложно вывести из равновесия, но бывают ситуации, мне даже вот достаточно какого-то взгляда, чтобы я вот как-то зажглась. А так, конечно, я считаю, что моя неэмоциональность, я не скажу безэмоциональность, неэмоциональность, она мне помогает в работе. В работе, да, Да, наверное. очень помогает. У вас работа сама по себе очень моральную нагрузку несете, Да. груз моральный, Да. и ответственность большая. Наверное, Большая вот ответственность. то, что вы держите эмоции в себе, я бы, наверное, так сказала. Со стороны, слушая вас. Правильнее, наверное, так сказать. Я держу эмоции в себе. Да. Вы благодарны судьбе и за что? Я благодарна судьбе за то, что я сегодня там, где я есть. В жизни всякое бывало, как говорится. Я благодарна судьбе в первую очередь за людей, за ту среду, в которую я попала. Потому что я считаю, что возможно, что если бы я не попала в то общество, в которое я попала, когда была студенткой, может быть, меня бы сегодня здесь и не было. Вот именно за это я и благодарна. За своих друзей, за свою семью. Все это делает меня камой. Мы хотим предоставить вам возможность обратиться к нашим телезрителям. Что бы вы хотели бы сказать? Людям, которым мы помогаем, я бы хотела посоветовать правильно использовать нашу помощь. Понимать нашу помощь, ценить ее. И хотела бы прежде всего нашим родителям, подопечным, посоветовать больше заниматься развитием детей и их образованием. Это все на сегодняшний день, на самом деле, вот это номер один, чем они должны заниматься. А нашим спонсорам я бы хотела посоветовать поддерживать нас. Хотела бы Вы им благодарны? Да, конечно, мы им очень благодарны. Я бы хотела попросить их не терять надежду, не терять веру в добро, в искренность и пожелать им в первую очередь благополучия. Вот когда у наших благотворителей все хорошо, у нас все хорошо, у подопечных все хорошо, это все как-то взаимосвязано. Вообще я верю в то, что невозможно человеку быть в хорошем настроении, чувствовать себя позитивно, когда вокруг хаос, когда вокруг проблемы,
когда у соседей проблемы, у друга проблемы, ты не можешь себя чувствовать хорошо, комфортно, весело. И поэтому вот я тоже стараюсь максимально помогать людям, понимая, что вот мы все в одном поле, мы живем в одной стране, и мы должны друг другу помогать. Мы приглашаем к себе на передачу сильных, прежде всего, женщин, сильных и успешных. И для них, для всех, есть у нас традиционный вопрос. Вы считаете себя счастливой женщиной? И в чем это счастье? Не знаю. Сложно ответить, но у каждого есть свое понимание собственного счастья. Наверное, счастье — это то, что у тебя есть семья, то, что твои близкие, родные, друзья здоровы. Мне кажется, это вот прям номер один для всех. А так я была бы счастлива, если бы у меня была бы возможность там путешествовать, какие-то такие вот моменты, которые, в общем-то, радуют. А если вот глубоко отвечать на ваш вопрос, ну, конечно, счастье. Счастье — это мои дети, которые говорят мне: мама, ты красивая, мама, я тебя люблю. Как можно быть несчастливой вот в этот момент? Поэтому, ну да, я счастливая. Вы занимаетесь важным и благим делом. Удачи вам и в будущем, Кама. И на этом мы завершаем нашу беседу. Спасибо, что пришли к нам на передачу. Спасибо за приглашение. Уважаемые телезрители, смотрите нас. С нами всегда интересно. До новых встреч!